Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии Сергей Дорофеев. Сегодня в выпуске. Новая волна авиабомбардировок в Сирии. Несколько мятежных городов буквально стерты с лица земли. Как тебя зовут? Министр культуры и спорта Казахстана в центре скандала. Бывшие студентки обвиняют его в сексуальных домогательствах во время его работы на должности ректора Академии искусств. Преподаватели это подтверждают. Ты пойдешь со мной в гости, будем пить вино, танцевать, общаться, веселиться. Я была в шоке. Путин провел переговоры с Эрдоганом. Договорились обо всем, и о газопроводах, и о Сирии. А вот в Париж к Оланду российский лидер решил не ехать. Его там называют военным преступником. Я считаю, что диалог с Россией необходим, но он должен быть жестким и честным. В противном случае он не нужен. Сенсационный поворот. В Киеве хотят вновь переименовать проспект Степана Бандеры, бывший Московский проспект. По мне, шило сменили на мыло. Придет новая власть, будет Бандера изменен на проспект Московский. Новая волна авиабомбардировок сирийских городов. На этот раз мощнейшие авиаудары были нанесены сразу в нескольких провинциях по населенным пунктам, которые контролируют радикальные повстанцы из Джабхат ан-Нусры. Агентство Рейтер распространяет кадры из небольшого городка Тель-Биса в провинции Хомс. Тель-Бису предположительно бомбили российские самолеты. Как утверждают повстанцы, использовались противобункерные бомбы, которые применялись прямо в жилых кварталах города. Как тебя зовут? Ты откуда? Откуда ты? Все будет хорошо. Это уже кадры из социальных сетей сирийских оппозиционеров. На них город Западная Гутта. Как утверждают авторы видео, удары наносит уже сирийская авиация. Как вы видите, это вертолеты, которые сбрасывают баррельные бомбы. Это бочки, начиненные мощной взрывчаткой. Интенсивность ударов чрезвычайно высока. От жилых кварталов, подвергшихся такой бомбежке, не остается практически ничего. Тем временем артиллерийским и ракетным обстрелом со стороны повстанцев накануне подвергся и Западный Алеппо, где живет почти 1,5 миллиона человек. По этой проправительственной части города было нанесено сразу несколько ударов. Почти все они также пришлись по жилым кварталам. На этих кадрах сирийского государственного телевидения последствия одного из ракетных ударов по западному Алеппо. В комментарии сообщается, что ни одной военной цели поражено не было, зато были убиты десятки мирных жителей. Многие получили ранения. Из западной части Алеппо довольно редко поступают подобные кадры. Как правило, сирийские власти стараются не публиковать видео последствий атак боевиков по цензурным соображениям. Однако в последнее время обстрелы происходят по несколько раз в день. Но это то, что представляет собой сегодня Алеппо Восточный. В последние часы там наблюдается небольшое затишье. Стороны, а это армия Башара Асада и боевики Джабхат ан-Нусра, готовятся к решающему сражению за центр восточного Алеппо. Эти кадры сняты с дрона повстанцев. На них хорошо видно, что в городе фактически не осталось ни одного целого здания. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел. Информация о его болезни впервые в истории современного Казахстана была опубликована на официальном сайте президента Акарда. Сообщается, что Назарбаев простудился и находится на лечении. Накануне сообщения о простуде он общался по телефону с исполняющим обязанности президента Узбекистана Шавкатом Мирзияевым и участвовал в церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств. Однако пресс-служба не связывает эти встречи с его респираторно-вирусным заболеванием. По мнению казахстанских экспертов, Назарбаев, скорее всего, действительно простудился, и сообщение на сайте появилось для его коллег-президентов, с которыми он должен был встречаться в Ереване на заседании ОДКБ. И теперь, если Назарбаев туда не поедет, они будут точно знать причину его отсутствия. Казахстанский министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы оказался в центре сексуального скандала. Бывшая студентка Казахской национальной академии искусств Янлик Сыдыкова обвинила министра в сексуальных домогательствах. Свое заявление она опубликовала в социальных сетях. Во время этой беседы Арыстанбек Мухамедиулы дал ясно понять, что не исключает возможности мне помочь
а также упомянул, что эта помощь будет заключаться в денежных единицах. И даже назвал определенную сумму в размере $3000. Потом сказал: ты пойдешь со мной в гости, будем пить вино, танцевать, общаться, веселиться. Я была в шоке, не ожидала услышать такое от такого многоуважаемого на тот момент человека. Я была не единственная в нашей группе, которым он домогался. Так было противно слушать все от мужчины, который почти ровесник моего отца. Сейчас я жалею о том, что промолчала на тот момент. Боялась, наверное, не знала, к кому обратиться. И хочу сказать всем девушкам, которые прошли через весь этот ужас, чтобы они не молчали. Такие люди, как Арыстанбек Мухамедиулла, не должны оставаться безнаказанными. Министр опровергает все обвинения в свой адрес и называет их клеветой и провокацией. Однако обвинения Сыдыковой подтверждает и народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов. Он заявляет, что к нему не раз обращались студентки академии с подобными жалобами на министра, который в тот момент занимал пост ректора этого вуза. Чтобы поступить в академию Жургенова, все уже говорят: надо дать деньги. Если не дашь деньги, не поступишь. Поэтому даже иногда лучшие интересные претенденты, абитуриенты, уезжают в Астану, к Айману Сакаджаеву. Там все порядок. Там смотрят на талант, не на деньги. Господин ректор, у него есть какая-то комната, она называется «Красная комната». Вот девушек красивых, таких симпатичных, зазывает сюда. Ну, говорится, просто так не бывает, разговоры такие. Я понимаю, у меня нет доказательств, я не поймал за ногу, ну кто нам даст поймать за ногу? Понимаете, он же делает это умно, хитро. На данный момент также известно, что Национальное бюро по противодействию коррупции начало разбирательство по вопросу обвинений в адрес министра культуры, который уже пообещал наказать бывшую студентку за клевету. Смотрите далее в программе. Путин провел переговоры с Эрдоганом, договорились обо всем, и о газопроводах, и о Сирии. А вот в Париж к Оланду российский лидер решил не ехать, его там называют военным преступником. Я считаю, что диалог с Россией необходим, но он должен быть жестким и честным. В противном случае он не нужен. Сенсационный поворот. В Киеве хотят вновь переименовать проспект Степана Бандеры, бывший Московский проспект. По мне, шило сменили на мыло. Придет новая власть, будет Бандера изменен на проспект Московский. Президент России Владимир Путин отменил свою поездку в Париж, где 19 октября он должен был встречаться со своим французским коллегой Франсуа Оландом. Сообщение об этом пришло от источника во французской администрации президента. Москва никаких комментариев пока не дает. Как сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники, повестка визита Путина во Францию обсуждалась сторонами до самого последнего момента. Париж требовал сосредоточиться только на ситуации в Сирии. Никакие другие темы затрагиваться были не должны. Также от Путина требовали привезти во Францию конкретные предложения по прекращению бомбежек Алеппо. В конце концов, Москва ответила, что хотела бы визит Путина отложить. Накануне Франсуа Оланд заявлял, что не горит особым желанием встречаться с российским коллегой. Он заявил, что сомневается в целесообразности и необходимости этой встречи, если она не приведет к немедленному прекращению бомбежек в Сирии. Я считаю, что диалог с Россией необходим, но он должен быть жестким и честным. В противном случае он не нужен. В противном случае это притворство. Так что я готов встретиться с президентом Путиным в любое время, но только если у нас есть шанс продвинуться в деле мира, чтобы положить конец бомбежкам и объявить перемирие. Зато крайне успешным оказался визит Владимира Путина в Стамбул. Турция и Россия в понедельник заключили двустороннее соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». Турецкому потоку быть. Таков главный итог встречи Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана на полях Всемирного саммита в Стамбуле. Министры энергетики России и Турции в понедельник подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода по дну Черного моря. Это предусматривает прокладку 2 ниток мощностью почти 18 миллиардов кубометров газа в год каждая. Турецкий поток позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.
Владимир Путин рассказал, что энергетическое соглашение не единственный шаг на пути восстановления российско-турецких отношений. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня правительство Российской Федерации приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров. Это товары сельхозпроизводства, косточковые так называемые, и цитрусовые продукты. Кроме того, президенты России и Турции договорились развивать сотрудничество в военной и разведывательной сферах. Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что страны будут вместе работать над разрешением гуманитарного кризиса в сирийском городе Алеппо, одну часть которого контролируют повстанцы, а другую – правительственные войска. Москва поддерживает в вооруженном конфликте правительство Башара Асада, в то время как Анкара неоднократно призывала к отстранению его от власти. Беженцы сегодня одна из главных проблем Евросоюза. Согласно принятым квотам, мигрантов с Ближнего Востока и Африки обязаны принимать все страны ЕС, однако не все к этому оказываются готовы. Из нескольких десятков беженцев, которых успела принять Латвия, большинство уже успели покинуть страну, многие направились в Германию. История Желуана Амера необычна. Он из тех, кто захотел в Латвии остаться. Из Риги наш корреспондент Анна Трудолюбова. Желуан с детства мечтал стать врачом. Около года назад ему с матерью, братом и сестрой удалось вырваться из захваченного боевиками ИГИЛа иракского Курдистана. Дальше головокружительное и очень опасное путешествие. Пешком в соседнюю Турцию, через всю страну на побережье, оттуда на морском пароме в Европу. Уже в Греции удалось сесть на самолет в Москву. Из российской столицы до границы Латвии их довез рейсовый микроавтобус. А дальше проводники-нелегалы. Несколько часов по болотам, и вот они в Латвии. Сейчас я полностью завишу от пособия, которое мне платит правительство Латвии. В этом году латвийское пособие составляет всего 139 евро в месяц. Предполагается, что этих денег в первое время должно хватать на аренду жилья и еду. Желуану повезло. Ему с родственниками сердобольные рижане согласились сдать квартиру на самой окраине Риги. Месячная плата за эту квартиру составляет 250 евро, плюс коммунальные платежи за электричество и воду, еще 50 евро. В Латвии принято просить квартплату за 2 месяца вперед, так что снять жилье в отдаленном микрорайоне удалось только сложив вместе пособие всех родственников. Но что же делать, если родственников нет? Мы знаем об этой проблеме и планируем со следующего года выделять каждому беженцу или лицу с альтернативным статусом одноразовую финансовую помощь в размере 2 существующих сегодня ежемесячных пособий, чтобы у них была возможность покрыть затраты на начальном этапе аренды жилья. Но одним только пособием сыт не будешь. Тем более, что деньги от государства Желуан будет получать только 9 месяцев. Надо срочно устраиваться на работу. И так неблагоприятная ситуация на латвийском рынке труда оставляет для беженцев совсем небольшой выбор. В основном среди профессий, не требующих особой квалификации и знания латышского. Без языка в Латвии никуда. Для простой работы, которая не связана с общением с клиентами, со сферой обслуживания, с безопасностью труда и вопросами здравоохранения, уровень знания языка не определен и нет необходимости в сертификате. Сейчас Желуан ждет подтверждения приема на работу. Вроде бы удалось устроиться поваром в один из рижских ресторанов. И это только первый шаг на пути к его мечте о спокойной жизни и профессии врача. На иностранцев квоты на бесплатное высшее образование не распространяются. Поэтому Желуану придется оплачивать обучение самому. Если я найду работу, то смогу собрать деньги и заплатить за учебу. Я совершенно уверен, что останусь в Латвии и уже в следующем году начну изучать медицину. Сегодня Желуан выживает. Подавляющее большинство попавших в Латвию беженцев предпочли не бороться с латвийскими реалиями и двинулись дальше на запад, в Германию. Желуан остался и твердо намерен прижиться в суровом балтийском климате. Анна Трудолюбова. Настоящее время. Рига, Латвия. В Киеве могут переименовать проспект Степана Бандеры. Бывший Московский проспект получил имя известного украинского националиста всего несколько месяцев назад. Однако недавно в мэрию Киева поступила петиция, под которой подписались уже 10 тысяч человек, с требованием дать одной из главных городских магистралей политически нейтральное название. Из Киева Марина Ступак. По проспекту Степана Бандеры, который до недавнего времени назывался Московским, Дмитрий Бибик ездит на работу каждый день. Переименование поддержал сразу. Имя идеолога украинского национализма не смущает. Оно должно иметь хоть какие-то исторические корни.
название, а не постсоветское, которое уже ушло в прошлое. Имя Степана Бандеры официально проспект носит всего пару месяцев. Решение переименовать проспект Московский в рамках декоммунизации большинство столичных депутатов поддержали летом. Позиция города сейчас очень проста и понятна. У нас есть герои, которые боролись за независимость тогда, и у нас есть герои, которые борются за независимость Украины сегодня, и их имена должны быть так или иначе увековечены. Но сейчас проспект снова может сменить название. На сайте мэрии зарегистрировали петицию. Киевлянин Игорь Щукин попросил сменить название проспекта Бандеры на более нейтральное. Если Украина не хочет повторять советское прошлое, то не следует повторять и советские же методы, насаждая повсюду образ Бандеры, как Советы насаждали образ Ленина. Проспекты, мосты Киева должны называться так, как это удобно киевлянам, а не так, как это не нравится Кремлю. Петиция набрала необходимые для рассмотрения в администрации 10 тысяч подписей. Это в 3 раза больше, чем тех, кто поддержал идею переименовать проспект Московский Степана Бандеры. Как по мне, шило сменили на мыло. Придет новая власть, будет Бандера изменен на проспект Московский. Может быть, была бы лучше, если переименовали в исторический, типа Демеевский проспект, связанный с той местностью. Можно было на кого-то другого переименовать, но не на Бандеру. Это национальный герой, потому что он боролся за свободу Украины. Кому не нравится, пусть едут в ту страну, где им нравится. Я негативно отношусь. Я считаю, что Бандера совсем никакого вклада для Украины не сделал, а наоборот. Петицию профильная комиссия рассмотрит уже в ближайшие дни. Впрочем, рассмотреть, не решить. Петиции носят рекомендательный характер. Возможность переименования проспекта Степана Бандеры обратно после 2 месяцев. После того, как решение Киевсовета было принято, по моему собственному мнению, это нецелесообразно. Еще с появлением вопроса о переименовании на сайте мэрии появились десятки петиций от киевлян с вариантами названий проспекта. Например, Троещинский, Киевский или проспект Владимира Великого. Уже больше половины минимальных голосов для рассмотрения набрало предложение проспект назвать в честь пушистых котиков. Кстати, накануне в мэрии в очередной раз принимали решение о переименованиях. К примеру, улица Патриса Лумумбы теперь будет носить имя Иоанна Павла. Марина Ступак, Александр Бевс. Настоящее время. Киев. И теперь в Россию. В Санкт-Петербурге идет настоящая война с памятниками и мемориальными досками. Там вновь изрубили топором памятный знак президенту Финляндии маршалу Карлу Густаву Маннергейму. Ответственность на себя взяли активисты «Другой России». Они считают Маннергейма военным преступником, участвовавшим в блокаде Ленинграда. Это не первое нападение. После установки доску как минимум 3 обливали краской и даже расстреливали. Пули из таблички Маннергейма еще не изъяли, а в городе уже зреет другая битва за то, как правильно помнить. На одном из домов вскоре появится доска Александру Колчаку, белому адмиралу, ученому, верховному правителю России. Несогласные с увековечением его памяти уже пообещали уничтожить доску в первый же день. Кто и с кем воюет в Петербурге, пытался понять Владимир Степанов. Большая Зеленина 3. Типичный дом на Петроградской стороне Петербурга. Скоро здесь откроют памятную доску Александру Колчаку. Каменная плита уже в работе. Она напомнит, что в этом доме 6 лет прожил офицер, ученый и исследователь. Именно на такой формулировке настаивают инициаторы установки доски, активисты исторического центра «Белое дело», который заплатил за изготовление таблички. Конечно, с людьми нужно работать, людям нужно рассказывать. Ты приходишь и рассказываешь о том, что Колчак был, оказывается, и великолепным первооткрывателем, о том, что он произвел замеры и движение вод в океане, и замеры глубин. Называть Колчака ученым и исследователем – это подмена понятий, говорят противники мемориала. Возможно, доску придется не только отмывать. Другую мемориальную табличку Маннергейму неизвестные в буквальном смысле расстреляли. Одна пуля попала маршалу в лоб, другая в висок. После установки доски прошло всего 3 месяца, а это уже 4-е покушение. Не помогла даже высокая протекция. Памятный знак установили на стене военной академии, а открывали его бывший глава администрации президента Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский. Из Маннергейма действительно делают героя России, выходит масса литературы о нем. В общем, литература самая разнообразная. Это начиная от того, что Маннергейм в Петербурге, Маннергейм в Польше, Маннергейм и лошади, Маннергейм и женщины. Ну, понимаете, это мне напоминает уже, так сказать, рассказы о Ленине в советский период.
Войны за имена в Петербурге уже традиция. Одна из самых скандальных историй произошла этой весной. Администрация города разрешила назвать мост через Дудерговский канал в честь Ахмата Кадырова. На тысячный митинг на Марсовом поле власти внимания не обратили. Уличные художники в ответ нарисовали рядом с мостом портрет полковника Юрия Буданова. К граффити даже приносили цветы, но скоро изображение закрасили. Я понимаю, ни один адекватный петербуржец не выступает за то, что не поддерживает наименование моста именем Ахмата Кадырова, который, по моему мнению, являлся террористом, который убивал русских солдат и который, в общем-то, участвовал в войне против Российской Федерации. И портрет Буданова, и мемориальная доска Маннергейму де-юре не имеют хозяина. После последнего обстрела финского маршала военно-историческое общество, которое и оплатило установку таблички, решило больше ее не восстанавливать. С мемориальным знаком Колчаку все иначе, ее власти согласовали, так что адмиралу еще может повезти. Установка таблички – шаг к реабилитации адмирала Колчака. С начала 90-х сделать это пытались уже 5 раз. Последнюю жалобу в 2004 году отклонил Конституционный суд. Владимир Степанов и Александр Рябов. Настоящее время. Санкт-Петербург. В Алматинской области возник новый культ. В Панфиловском районе к одному из старых деревьев тянется бесконечный поток паломников. Люди считают, если прикоснуться к дереву или выпить воду от его корней, можно получить исцеление от многих болезней. Местные жители рассказывают, представители некоего религиозного течения хотели сжечь дерево как якобы символ идолопоклонства, но сделать этого им не дали. Богословы при этом считают, паломничество к этим местам связано с верованиями доисламского периода. Сюда приходят не для поклонения дереву, а чтобы увидеть мощь Аллаха. Мы приходим сюда с 7 желаниями. Это дерево близ города Жаркент Алматинской области местные называют святым. Территория вокруг него ухожена, к дереву тянутся многочисленные паломники. Люди просят исцеления, пьют воду под старым карагачом, окруженным 7 более молодыми деревьями. По словам Райана Жапарказа, который вот уже 7 лет работает местным смотрителем, многовековое дерево выросло из посоха святого Шамашурыпа, который отправился на хадж в Мекку из этих мест и умер на Аравийском полуострове. Смотритель, рассказывающий посетителям легенды и предания о дереве, говорит, что все приходящие сюда обращаются с мольбой к Аллаху. Сюда приходят с просьбой не спаслать ребенка, указать путь. Местные жители рассказывают, что несколько лет назад представители некого религиозного течения пытались сжечь дерево, посчитав, что паломничество к этому месту и молитва у дерева – это идолопоклонничество. Оно не загорелось даже тогда, когда его облили соляркой. Поклонение святому дереву под Жаркентом связано с верованиями домусульманского периода, считает проректор Исламского университета Нур-Мубарак в Алматы Шамшидин Керим. Наши древние верования стали традицией народа. Если само дерево не является предметом поклонения, то это не противоречит принципам ислама. Нам ведь нужно сохранить наши древние памятники, старые деревья. Специалисты Института ботаники и фитоинтродукции в Алматы говорят, что святое дерево в Жаркенте они не изучали. В институте отмечают, что понятие святости растения никак не укладывается в научную терминологию. Оно священное не потому, что это редкая порода дерева, а потому что оно старое, как мы уважаем стариков, так уважают это дерево, к которому из поколения в поколение приходили люди и как раз-таки молились, и поэтому оно священное. Сотрудник Института ботаники Светлана Набиева говорит, что традиция поклонения старым деревьям или растениям с целебными свойствами есть и в других странах мира. В ботаническом саду Алматы она показала дерево гинго, которое считается священным в Японии. Айнур Алимова, Асылхан Мамашев, Санат Нурбеков, Азаттык ТВ. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся завтра в это же время. Всего доброго.